лаборатории «Вектор». Мы ждем, что сегодня до конца дня, может быть завтра, уже результаты у нас по этой пробе будут. В целом хочу сказать, что за вчерашний день изъято по городу Якутску и обработано свыше 300 анализов, и все они отрицательны. Вчера вечером поздно я подписал указ о дальнейших мерах самоизоляции. Согласно этому указу у нас территория городских округов Якутск и Жатай, территория Мирнинского и Нерюнгринского районов переходит на более жесткий режим изоляции. Если раньше все-таки у нас речь шла о более легкой форме, то сейчас мы требуем самоизолироваться все население. Выходить можно будет только в случае крайней необходимости. Вот ближайший продуктовый магазин, выгулять собаку, отнести мусор. Ну и, конечно, тем, кому по долгу службы необходимо находиться на работе. Будет ограничена работа общественного транспорта. По Якутску, например, принято решение, как меня проинформировала глава города, от 7 до 10 утра будет ходить, и потом вечером с 5 до 8. Также запрещена продажа алкоголя на территории данных 4 муниципальных образований до 6 числа. В начале главы районов и городов просили все-таки такой запрет не вводить, но мы видим, что за выходные резко пошла вверх пьяная преступность. Есть уже и человеческие жертвы, связанные с алкоголем. Так? И, конечно, в этом случае я в первую очередь руководствуюсь интересами здоровья большинства наших жителей. И вот такое решение принято. Я очень надеюсь, что предприниматели будут все ограничения четко соблюдать. Вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин выступил и встречался с полпредами. И во время этой встречи сказал о том, что, конечно же, сейчас нарушение вот тех прописанных режимов работы предприятий, учреждений, запретов на работу тех или иных учреждений, это уже не просто нарушение каких-то там норм административного кодекса, это уже преступная халатность. Будет так оцениваться. Соответственно, я уверен, что правоохранительные органы, надзорные органы сейчас вот по тем структурам, которые нарушают правила работы, не говоря уже о незаконном предпринимательстве, таком как бутлегерство, будут приниматься жесткие меры. Далее я хочу сказать, что, конечно же, мы сейчас ведем работу с нашими медиками. Медики у нас сегодня на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Их оснащение у нас по Якутску и по другим районам оно у нас обеспечено. Конечно, мы сейчас принимаем меры для дополнительного закупа лекарственных препаратов на случай дальнейшего развития ситуации. Но вместе с тем хочу сказать, что медицинскими препаратами мы оснащены, вот наши медицинские учреждения, на месяц, на 2. В целом, по всем другим вопросам работа у нас идет, и никаких перебоев по поставкам продовольственных, непродовольственных товаров нету. Много вопросов поступает в части ограничений движения воздушного авиасообщения. Хочу сказать, что это прерогатива федеральных органов власти, и в случае крайней необходимости такие решения, конечно же, будут приниматься, но сейчас угрозы тотальной нету, и, соответственно, ограничение воздушного авиасообщения пока не предусматривается. И хочу сказать, что сегодня уже мы видим, что из Якутска улетает крайне мало людей, так? В основном сюда все-таки наши люди возвращаются. Возвращаются и до сих пор и студенты, молодежь, возвращаются те, кто находились в отпусках на территории Российской Федерации. И, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы наши жители все-таки в это тяжелое время были у себя на родине, а не оказались между небом и землей где-то в других регионах страны. Уверен, что вместе мы все невзгоды преодолеем, победим этот коронавирус, но для этого, конечно же, надо, еще раз повторяюсь, соблюдать все меры социальной самоизоляции, которые сегодня на уровне страны, на уровне мира себя хорошо показали. На самом деле они очень простые: мыть руки, не собираться по несколько человек, так, не ходить по общественным местам, не выходить вообще на улицу. Ну а если какой-то крайней необходимости вышли в тот же магазин, расстояние обязательно должно быть 1,5–2 метра от ближайшего человека. Уверен, что даже соблюдение таких норм позволит нам в эти дни все-таки ситуацию переломить и уже выйти на путь, скажем так, снижения заболеваний коронавирусной инфекцией у нас в Якутии. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с последней информацией о ситуации по COVID-19 в регионе.